Кыргызы – это тюркский народ, преимущественно проживающий в Кыргызстане, а также в некоторых соседних странах. У них богатая культура и история, а также свой язык – кыргызский. Кыргызы впервые упоминаются в китайских летописях, датирующихся вторым тысячелетием до нашей эры. В этих источниках кыргызы описываются как племена, живущие на территории современной Центральной Азии, в том числе в районе Енисейского края. Кыргызы были известны как воинственный народ, и многие соседние племена и государства их боялись. Особенно это касалось древних китайских государств, таких как Хань и Тан, которые регулярно сталкивались с нападениями кочевников, включая кыргызов. В 8-9 веках нашей эры кыргызы даже создали могущественный кыргызский каганат, который контролировал обширные территории в Центральной Азии. Воины кыргызов были известны своей храбростью и навыками верховой стрельбы из лука. Они были отличными кочевниками, что позволяло им быстро передвигаться по степям и горам. Кыргызы умело использовали тактику внезапных нападений и быстрых отступлений, что делало их опасными противниками для многих народов. Кыргызы действительно имели репутацию грозных воинов. В их арсенале были не только луки и мечи, но и топоры, копья и боевые молоты. Они славились своей физической выносливостью и умением сражаться в самых тяжелых условиях. Кроме того, кыргызские воины были хорошо организованными, что позволяло им эффективно противостоять более крупным армиям. Одной из великих битв, в которых участвовали кыргызы, можно считать их столкновение с уйгурским каганатом в 840 году. В этой битве кыргызы разгромили уйгуров, что привело к падению уйгурского каганата. Это сражение укрепило позиции кыргызского каганата в Центральной Азии и сделало его одним из самых влиятельных государств того времени. Бесстрашные кыргызские воины были известны своим мужеством и умением сражаться в самых сложных условиях. Они отличались превосходной выносливостью и мастерством в верховой стрельбе из лука, что делало их грозными противниками. Кыргызы славились тактикой внезапных нападений и стремительных отступлений, что позволяло им одерживать победы над более крупными армиями. Их бесстрашие и боевой дух были легендарными, вдохновляя последующие поколения. Кыргызы, особенно в период расцвета кыргызского каганата, осуществляли успешные завоевательные походы. В 8-9 веках они разгромили уйгурский каганат, захватив его столицу, что привело к падению этого могущественного государства. Кыргызский каганат контролировал значительные территории в Центральной Азии, включая современные районы Монголии, Китая и России. Благодаря своим завоеваниям кыргызы стали одними из самых влиятельных народов своего времени в этом регионе.